Сегодняшнее утро. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день. Добрый день. Эпидемиологическая ситуация на территории Республики Саха-Якутия, а именно особенно в городе Якутске, остается напряженной. Необходимо обратить внимание, что у нас также 14 заболевших, и я думаю, что сегодня ближе к вечеру, тогда, когда будет общая статистика по Российской Федерации подтверждаться, то, соответственно, будет положительный результат и по 15-му заболевшему в республике. И я хочу обратить внимание, что это молодой человек, по которому достаточно четко отработали наши санитарные врачи и, соответственно, не допустили его контактов на территории республики путем, соответственно, снятия его с борта. Он вовремя сказал, и, соответственно, мы знали, что он пересек границу в пределах 14 дней. Он сразу помещен в инфекционное отделение. Ну, соответственно, отработан контактный круг лиц, которые были вокруг него в самолете, и, соответственно, их анализы на настоящий момент на отработке и проверяются. Следующий момент, на который я бы хотела обратить внимание, мы дальше продолжаем нашу работу, санитарные врачи, медицинские организации по выявлению круга контактных лиц, которые у нас непосредственно идут, непосредственно от первых заболевших. При этой работе выявили тенденцию, которая прежде всего определена таким образом, что у нас большая концентрация сегодня заболевших находится на территории Гагаринского округа города Якутска. Поэтому, соответственно, нами принято решение, по которому все медики, которые работают на территории Гагаринского округа, прошли соответствующее тестирование. В результате этого тестирования был выявлен сотрудник административно-управленческого персонала, который не работал с конкретными больными, который имеет предположительно положительный результат. По алгоритму действия, который определен для работы медицинских организаций в таких условиях, на настоящий момент у нас портовская больница, в которой находятся больные, вместе с врачами, на 14 дней закрыта в полном объеме без права выхода из этой больницы. Поликлиника, в которой принимались непосредственно граждане, приписанные Гагаринскому округу, она непосредственно закрывается на 14 дней на карантин. Все медики помещаются, которые на настоящий момент являются здоровыми, они помещаются в обсерватор. Так как, еще раз обращаю ваше внимание, вот в результате подобного рода действий, в результате того, что проводится достаточно четкая плановая работа, нам вовремя удалось эту группу непосредственно сегодня начать отрабатывать именно благодаря действиям по выявлению контактов, по продолжению выявления контактов заболевших. Необходимо обратить внимание всех граждан, что вот такое одно действие к тому, что мы нарушаем с вами режим, продолжаем ходить, например, по поликлиникам, тогда как уже 2 недели все должны были вызывать докторов и медиков к себе домой. Мы продолжаем ходить в наши торговые центры сами по себе. Мы, соответственно, ставим под угрозу жизни наших врачей. Именно врачей, медсестер, которые могут в любой момент, а у нас практически сегодня все переучены и прошли модули по инфекционистам, оказаться нужным нам же, гражданам Республики Саха-Якутия, в инфекционной больнице. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вот те ограничения, которые мы принимаем сегодня и просим всех, не ходите по городу. Ограничьте свои движения. Ограничьте движения непосредственно именно в места публичного характера. Рассматривались не как ограничение бизнеса, а прежде всего как забота о собственном здоровье. На настоящий момент по тому же Гагаринскому округу будет усилена непосредственно, как и по всему городу, дезинфекция, санитарная обработка. Меры санитарной обработки, дезинфекции, а также приняты и в аэропорту города Якутска, где разделены потоки прилетающих граждан. Соответствующие, разделены зоны для того, чтобы нам обеспечить нормальный санитарный режим. Поэтому вот на эта ситуация как раз и показывает нам о том, что нам нужно все вместе объединиться. И только непосредственно не распространяя, не перенося, не имея контактов как таковых, мы сможем победить эту болезнь.
На настоящий момент у нас для детей-медиков организован, соответственно, круглосуточный детский сад. Этот детский сад для тех медиков, которые непосредственно будут работать у нас, будут находиться вот эти 14 дней в изоляции. Соответственно, для этих медиков все будут приняты меры для их семей, для того, чтобы они находились в нормальных условиях. И, соответственно, хочу обратить ваше внимание, что мы к вечеру будем принимать решения о подобного рода закрытии и инфекционной больницы, для того, чтобы медики у нас также не выходили и из инфекционной больницы в свои семьи, в подъезды домов. От жизни и здоровья этих людей зависит и наша с вами жизнь и здоровье. Если говорить в целом о тех мерах, которые у нас действуют второй день на территории города Якутска, хочу обратить внимание на до сих пор продолжающиеся споры, закрывать или не закрывать тот или иной торговый центр, продолжать или не продолжать бизнес. Вот эта ситуация с медицинскими организациями показала о том, что непосредственно, если мы его будем оставлять, тот или иной торговый центр как таковой, и в данной ситуации не будем там соблюдать нормы, связанные с тем, что люди должны быть разобщены, они должны быть все вместе, мы можем просто-напросто получить там определенного рода очаг инфекции. Вот ради чего это делается. Безусловно, есть товары первой необходимости. Безусловно, они необходимы. Но вот здесь нужно думать и о том, как мы по городу построим эту логистику, как мы по городу будем жить уже немножечко в иных условиях. Для этого в течение всей недели мы отрабатывали вопросы бесконтактной доставки еды, бесконтактной доставки воды, благодаря усилиям Министерства предпринимателям и сообществу предпринимательства. В течение всей недели отрабатывались волонтерские движения для того, чтобы из аптек, из магазинов волонтеры могли приносить нашим пожилым гражданам также еду и продукты питания. Постарайтесь быть дома, это важно. Сегодня мы постарались создать весь комплекс вот такого вот первоначального проживания в изоляции в собственных квартирах. Спасибо большое. На этом завершаем трансляцию выпуска и переходим к выпуску новостей. Итак, Айсен Николаев в формате видеоконференц-связи дал комментарий телеканалу «Россия-24» о ведущейся работе в Якутии. По его словам, наш регион одним из первых начал применять ограничительные меры. Пожилым было предложено перейти на самоизоляцию, отработан и продуктовый вопрос. Также Николаев отметил, что якутяне с пониманием отнеслись к принимаемым мерам. Власти понимают и то, что ограничения влекут большой удар по экономике, но чем раньше удастся побороть пандемию, тем быстрее все вернется в привычное русло.